На самом деле я не позиционирую себя как эксперт, пытаюсь всегда смотреть на свой контент глазами городского человека. Те, кто ищет поддержку реально, они найдут ее. И такая, на этом моя дружба окончилась. Если даже буду мало зарабатывать в журналистике, я не уйду. Я стараюсь, по крайней мере, дарить людям полезные подарки. Я благодаря своему проекту увидела людей, которые счастливы тем, что имеют. Идея насчет проекта пришла во время пандемии. Получается, я переехала в родной город и поняла, что хочу соединить сельское хозяйство и журналистику, те две области, которые мне интересны. Так появился проект «Ковы на ферму». Быть неким коммуникатором между городскими людьми и фермерами, и также помогать фермерам открывать новые горизонты, где-то развиваться и получать новые возможности благодаря моей платформе. Идеи для контента первоначально это моя ферма, да, то есть сейчас она как бы в таком маленькой семейной ферме, отсюда и приходят мои идеи. Изначально это была козья ферма, затем уже мы туда завезли других животных, поняла, что у людей есть интерес к этому делу, и пытаюсь всегда смотреть на свой контент глазами городского человека, чтобы им было интересно. Ну, начнем с того, что как бы папа, будучи ветеринаром, он видел во мне единомышленника и был, наверное, где-то рад, что один из детей, да, пошел немножко по его стопам хотя бы, вот, потому что он всегда говорил мне: иди на ветеринара, и я как-то не-не-не, спасибо. Вот через много лет мне проявился интерес вообще к животноводческой теме, к растениеводству даже, вот, поэтому я получила именно конкретно поддержку, наверное, больше от отца. Много продукции у нас в Казахстане приобретается из-за рубежа, то есть мне хочется все-таки раскрыть истории наших местных производителей, рассказать о них, то есть и познавая все больше эту тему, я понимаю, что у нас есть потенциал, у нас есть люди, которые занимаются агро, но, к сожалению, большая часть из них не может получить где-то поддержки, где-то даже информационной поддержки. Не у всех хватает бюджета, да, купить эти суммы. Поэтому чем больше я общаюсь с людьми, тем больше я понимаю, что у нас в стране есть люди, которые производят продукты, да, питания, те же самые базовые: молоко, хлеб, сыр, да, скажем. Вот, и просто нужно их поддержать. И я как агрожурналист, у меня просто эта миссия хотя бы информационно поддержать их. Я познакомилась вот с фермером, который работает в селе Приречное. И он настолько счастлив работать обычным, да, фермером, казалось бы. Он получает какая-то, для него это отдушина, вот, работать в родном селе, быть полезным для родного села. И я думала, это где-то какой-то блеф, может быть, что такие люди существуют, ну, будучи 5 лет назад, скажем так, потому что все стремятся в Астану, в Алматы, за границу, да. У нас измеряют счастье как бы достижениями какими-то высокими, да, ну, в Казахстане, как мне так кажется, но я благодаря своему проекту увидела людей, которые счастливы тем, что имеют, и счастливы быть полезными для своего села, скажем, там, родины, да. И вот на меня они произвели большое впечатление. Ой, хороший вопрос. Я его буквально вчера себе задала, потому что у меня основная работа, как бы, она связана больше с изменением климата и влиянием, как бы, изменения климата на сельское хозяйство, да.
А мой проект это полностью посвящен агрокультуре, агрожизни, поэтому я бы хотела все равно как-то сделать некий тандем еще со своей работой, да, где-то показать людям об устойчивом развитии сельского хозяйства, какие можно внедрить новые технологии, скажем так. Допустим, возможно, обычный фермер не знает всех новых технологий, которые сейчас существуют, и помогли бы ему улучшить где-то свой процесс, да, вот этот вот ведения крестьянского хозяйства, к примеру. Поэтому я думаю, что одно из направлений это будет именно рассказывать об устойчивом развитии. Чуть-чуть пока что не было, но я не считаю, что это хорошо, потому что в целом мой проект как-то, знаете, он вначале начинался, и так, я была очень воодушевлена им, да, первые шаги у меня были вот прям мотивированы это делать. Собралось, я не могу сказать, что большое количество подписчиков, но собрались люди, которым стал интересен мой проект, и я им благодарна, что они до сих пор читают, смотрят мои посты, да, и ждут выпуски. Но при этом я сейчас вот нахожусь в таком моменте, когда хочется сделать еще хороший, да, какой-то контент для них полезный, самое главное. И пока что вот я чувствую, что они ожидают от меня чего-то большего, чего я еще не сделала. Поэтому у меня вот у самой такая планка стоит: Айжан, давай старайся. Мне нужна, возможно, конструктивная критика. Вот. Я буду рада. Постоянство, потому что многие же рассматривают блог это как вот такое вот хобби, отдушину, да, свободное время, скажем так. На самом деле это большой труд. И я сейчас понимаю, что нужно уделять ему много времени, потому что есть новые фишки, да, даже в том же Инстаграме каждый месяц, каждый год там они меняют, какие-то новые тренды появляются, и нужно следить, держать руку на пульсе. А я немножко такой консервативный человек сам по себе, и я изначально начнем с того, что у меня нет ТикТока, к примеру. Я в любом случае не могу назвать себя вот таким вот суперблогером. Я больше хочу придерживаться того, что я журналист в первую очередь, а люди иногда забывают, что блогерство и журналистика — это разные вещи. И я, наверное, больше отношусь к журналистам. Вот. Кстати, на днях мы обсуждали влияние вот изменения климата на женщин, в частности в Казахстане, и женщин, которые работают в сельском хозяйстве. И оказалось, вот эксперты наши проводили исследование, что на женщин изменение климата влияет в 2 раза больше, чем на мужчин, потому что увеличивается работы по дому, то есть та же засуха, к примеру, да, она приводит к сокращению пшеницы. Это означает то, что, допустим, если женщина беременна, к примеру, да, и живет в селе, она уже будет получать меньше, скажем, питания, да, которое ей необходимо. И вот эти вот все факторы, материнство, беременность, даже все это изучалось нашими экспертами казахстанскими. То есть взяли вот этот вопрос, как изменение климата влияет именно на женщин в селе и тех, кто занимается фермерством. Вот. Надеюсь, что скоро вот эти вот работы, все исследования, которые проводятся, будет уже, может, хорошие такие статьи получатся из них для широкой аудитории. Поэтому я считаю, что женщинам это вдвойне тяжелее. Есть у нас до сих пор стереотипы в обществе касательно женского труда. Вот. Сельское хозяйство в Казахстане, оно такое, знаешь, разноплановое, разношерстное, и у каждого как будто бы каждый идет своей судьбой, то есть своей дорогой. Там растениеводство идет, одно имеет развитие, да, животноводство другое. И как-то вот моментами я думаю, что у нас эта сфера, она не консолидирована как-то. И тяжело сказать, вот, что будущее, в общем, какое будет у этой отрасли. Хотелось бы верить, что те, кто ищет поддержку реально, они найдут ее, и у них будут свои клиенты, которые будут потреблять их товары, натуральные продукты.
Во-первых, я стараюсь быть подписанной на источники различные. В первую очередь это какие-то госсекторы, да, ну, тоже Министерство сельского хозяйства, скажем так. Во вторую очередь это иностранные СМИ. Я очень много читаю иностранной прессы, могу так сказать, на английском языке стараюсь где-то читать аналитические статьи, чтобы понимать в целом картину развития сельского хозяйства в мире. И мне очень интересно как-то где-то переводить эти материалы и потом доносить до нашей казахстанской аудитории. Так, ну блогеров, если честно, я вот в принципе, кстати, по сути, да, я вот с тобой, да, дружу. Ну, сказать, что я вот знаю, здесь есть какая-то туса такая общая, где встречаются агроблогеры, да, и я в такой не участвую. Если такая существует, буду рада включиться в нее. Больше всего, ну, залетают это какие-то, если бесплатные вебинары, если я чем-то делюсь, какими-то полезными курсами. Люди, я думаю, лайков там мало получается, но при этом я замечаю, что мне в дайрект пишут потом люди, да, то есть скиньте ссылку или еще что-то там. Поэтому здесь я вижу фидбэк. И я могу сказать, что вот этот контент залетает, плюс какой-то развлекательный, возможно, и если там есть какая-то халява. То есть люди у нас любят халяву. Если там... Я, в принципе, у меня такая, как сказать, я стараюсь, по крайней мере, дарить людям полезные подарки, чтобы они ими пользовались. Какие-то книги, литературу. Я за это, в принципе. Не могу сказать, что на блогерстве. Если, скажем, там... В принципе, нет, скорее всего, даже нет больше. Это просто покрытие моих расходов, которые я трачу там на создание контента, но я не могу сказать, что я в плюс где-то ухожу. Больше это мне до сих пор остается, наверное, как хобби, нежели бизнес. Не могу перейти на следующую ступень пока. Так, интересный вопрос. И, кстати, я о нем не думала. Мне стоит о нем подумать, потому что кто видит цель, тот будет двигаться к ней. А я, по сути, да, хороший вопрос, я подумала об этом. Нет, серьезно, я не... Сейчас подумать? Окей, ну смотри, я бы хотела там в месяц пару выпусков делать, да, скажем так. Ну ты как сама контент-мейкер понимаешь, что ну, хороший ролик, видео можно сделать как минимум за 400, за 500 тысяч. Ну, это с дорогой, учитывая там, что с командой, если ехать. Ну, я бы хотела бы где-то вот месяц-два каких-то видеообзора делать, да, скажем так. Что 400 где-то, вот так, 500, скажем так. Я не люблю легких денег. Они мне потом быстро уходят, и я и ценности не знаю. Нет, рекламодателя нет. То есть это люди, если там хотят, я так говорю, если вы хотите как-то поддержать проект, вы можете там как-то финансово поддержать, ну, какой-то такой таксы определенной у меня нет. То есть я указываю там минимум расходов, то есть которые уходят на видео, да, производство, скажем так, но определенной цены у меня нет, что вот. У Илона Маска есть брат родной, который занимается, да, агробизнесом, кстати. Он выращивает теплицы прямо в центре Нью-Йорка. И я бы хотела с ним познакомиться. Это моя цель. Я думаю, что как минимум веру, что в этой отрасли можно развиваться и зарабатывать. Я совмещаю то и то. Возможно, поэтому я и не рассматривала свой канал как канал заработка, да. Вот, наверное, сейчас я об этом подумала. Если бы у меня не было бы основной работы, тогда бы я, наверное, больше бы и контента делала, и рассматривала это как коммерческий проект. Примерно, если я делаю какой-то контент за свой счет, то мне уходит там 150-250 тысяч бывает. А если это какой-то таргет, да, определенный, в среднем, я думаю, что 250 тысяч в месяц где-то так. Для меня фермеры — это те, кто непосредственно работает
поле с животными, с растениями. Вот для меня они фермеры. А и управленцы крестьянского хозяйства, ну, если он тоже работает в поле, да, окей. Они больше для меня как управленцы. Вот. У меня, в принципе, такое, возможно, скучное образование. Я закончила Евразийский национальный университет в Астане, а потом 2 года работала, получается, и поняла, что хочу еще магистратуру завершить. Поступила на грант, потом в КИМЭП, там медиа-менеджмент у меня было образование. Опыт работы, я вот сейчас считаю, кстати, уже, наверное, с 2009 года я начала работать, так, 22 посчитаю. В общем, да, 13 лет я в журналистике, в СМИ, все начинала с такого журнала молодежного, на телеканале ведущей была, в семье, получается, молодежная программа была. Вот, и у меня как-то так зациклена была что я в журналистике не уйду, какой бы там ситуации ни была, если даже буду мало зарабатывать, в журналистике я не уйду. И вот я как-то пыталась найти всегда работу в коммуникациях, в медиа, чтобы так не отходить от своей профессии выбранной. Наверное, их у меня 3 самые главные ценности, принципы, да, по жизни. Первое — это развитие. То есть не останавливаться никогда, потому что любая остановка — это уже какой-то регресс идет, ты как-то уже все теряешься, возможно, в этом потоке развития. Поэтому первое — это обучение, развитие. Второе — это какое-то, наверное, сострадание иногда, как это правильно назвать, где-то показать, возможно, поддержку, семейные ценности. Вот семья у меня на первом месте, то есть если приоритет ставить. Третье — это честность, наверное, быть честным самим собой и с окружающими. Я никогда об этом не думала. Это второй вопрос, о котором я не думала. О заработке и о красоте. Я думаю, что, скорее всего, профессионализм и опыт работы помогает мне развивать свой канал. Турецкий, английский. Испанский я начала сейчас, кстати, на курсы ходить, и мне очень нравится этот язык. Поэтому надеюсь, что когда-нибудь смогу интервью брать на испанском языке. Ну и казахский, кстати, мне параллельно. Я прочитала... Начну с того, что до того момента, вот как в Алматы все это случилось, я посетила музей Динмухамеда Кунаева, и там вот сотрудница музея предложила мне приобрести книгу, его авторскую биографию, автобиографию. Я купила, получается, и получила такое, как сказать, книжное удовольствие, да, от прочитанной книги, как будто бы я лично познакомилась уже с Динмухамедом Кунаевым. Мне понравилось окунуться вот именно в период, когда был развал Советского Союза, как он видел этот период через свою призму, да. Поэтому вот эта книга стала одной из последних, которую я прочитала. Начинается с 6 утра. Не могу сказать, что во время карантина я вставала в 6 утра, но вот уже месяц практикую вставать в 6 утра. Иду на йогу или на пилатес. Ты ожидала, что пойду сейчас на козью ферму в 6 утра. Нет, у меня начинается с йоги. Вот, потому что когда без какого-то движения, я думаю, что у меня день как-то проходит уже не так, по-другому. Если лето, я стараюсь садиться на свой велосипед и хотя бы сделать пару кругов, то есть по набережной. Вот, затем с 9 утра работа, с 9 до 6, как бы в обед, там, если что-то успеваю где-то встретиться с людьми, то это встреча. После 6 это уже все семейное время, какие-то семейные обязательства. Вау! Ты точно этот вопрос хочешь? Можно мне отвечать? Да, мое сердце занято. Наверное, плюсы — это всегда какие-то новые открытия, движение, развитие, как я говорила. Второе — это недостаток внимания и времени, которое я могла бы, возможно, больше уделить своей семье, своим отношениям, да, скажем так. Поэтому я пытаюсь найти здесь баланс, чтобы меня не унесло в какую-то другую сторону.
Я бы хотела больше узнать каких-то вещей из агросектора, то есть быть больше, получить какую-то, знаешь, почитать больше полезную библиотеку, да, какие-то книги, экспертные, аналитические статьи, чтобы быть прокачанным в этой области. А второе, хочу больше изучать иностранных языков, подкачать свое знание казахского языка. Вот, наверное, такие ближайшие планы, цели. Ты серьезно? Ну давай. Крем для рук. Реклама Origins. Зашла в салон, дали визитку. Маска. Ну, маску не буду вытаскивать, маска есть. Законопослушный гражданин. Удостоверение личности. Зарядка от телефона. Вытаскивать? По идее, по моей сумке не очень скажут, что я связана с сельхозкой. Здесь у меня, я беру пару украшений всегда с собой. Если у меня сережка упадет, у меня часто падают сережки. Я на всякий случай беру с собой пару еще сережек, чтобы, если упадет одна, там, надеть другую. В общем, вот. Портмоне. Ну и как настоящий журналист, у меня ручка всегда с собой. Гульдан, я не ожидала, что такие образы будут. Сейчас, подожди. Ну, наверное, первое — это эмоциональное, а второе — это динамичное, скорее так. Я патриот своим, скажем так, я рада, что я казашка. Полностью или 100% довольна ли я тем, менеджментом нашего государства, вряд ли. Но я не считаю, что это относится к патриотизму. Больше все-таки мои патриотические чувства, они больше связаны с тем, что вот своими традициями, корнями я этим горжусь. Вот, кстати, вчера посмотрела фильм про архитектора, который построил Эйфелеву башню, да, в Париже. Они сняли фильм, и я, когда смотрела этот фильм, я осознала, по сути, что человека-то уже давно нет, он жил в 19 веке, а его творение осталось. Вот 300 лет уже, да, скажем так. Вот эта вот башня является самым посещаемым туристическим местом во всем мире и приносит большую прибыль для государства. Я бы хотела бы, чтобы вот за свою жизнь успеть сделать что-то полезное для своей страны, мое будущее поколение, да, казахстанцев, чтобы мой труд был им полезен. То есть как вот этот архитектор сделал что-то полезное для французов, я хочу сделать что-то полезное для казахов. Знаешь, я что поняла еще, вот я до этого как-то давала интервью еще в университете как-то, и потом посмотрела его через 10 лет и поняла, что где-то я уже поменяла свою точку зрения, где-то я сама изменилась, поэтому я думаю, что сегодня, на сегодняшний день, вот все, что я там сказала, да, и вот как я вижу, это я вот сейчас себя так ощущаю. Надеюсь, что через 10 лет, там, через 5 лет мои, возможно, мировоззрение где-то улучшится, где-то я уже буду на себя потом смотреть это интервью и скажу, так, ну, здесь я уже по-другому думаю, к примеру. Надеюсь, что в лучшую сторону. Вот, а так спасибо за эту возможность.